Вот пришел нож. Мгм. И у него на самом краю лезвия сколы такие. Вот. Понадобится нам алмазный напильник 400 зернистостью. Мгм. И у меня здесь есть второй такой же напильник, он 600. 600. Вот так берем вот этим напильником и грубо нажимая, убираем вот эти, ну, пока тушим, пока не уберется вот эти скулы. Так. Вот я, например, когда вот тащу подводку, вот делаю где-то примерно 15-20, 25 градусов. Вот так. Вот этот градус надо выдерживать. Не надо вот так делать. Или вот так. Вот одним углом взял и вот этим вот этот угол надо держать. И у нас подводка будет ровная под этим градусом. Угу. Топор, нож, лопату. Все вот так. Отправляем. Всякие сколы убираем. Делаем идеально. Вот так. Где-то от силы полчаса уходит до полного восстановления режущей кромки. Сперва вот эти. Вот большие сколы мы убрали. Вот. Сейчас меняем напильник. Переходим к более мелким. 600. Вот эти риски, которые сделал предыдущим, убираем вот эти напильника. Вот. Здесь сейчас делаем, пока не появится заусенец с этой стороны. Вот. Угол стараемся не менять. Здесь
Если у вас увеличительное стекло есть, надо посмотреть через увеличительное стекло. И мелкие вот эти сколы вы легко увидите. Вот. И надо постараться тоже убрать, чтобы никаких сколов не было. Пока вот после напильника вот такая заточка на это, просто предварительно. Здесь у меня есть алмазные бруски. Вот. Крупный у меня брусок зернистый свод. 200. Ну, я обычно 200 не начинаю, а начинаю 160. Вот он находится. Вот. Любой алмазный брусок. Я стараюсь убрать стружки металлические. Обязательно вот такую процедуру надо делать. Убрали металлическую стружку, не блестит ничего, все, начинаем. Опять же я левый спуск был, подводку я начал с левой стороны, так и начинаю, здесь оставляю прямым, только когда буду тащить, вот так. С этой стороны, с правой стороны я просто вот так отправляю. Сразу появляются заусенцы. Сейчас покажу. Вот. Угол тоже держим и стараемся не менять. Таким же углом. Вот. Появилась заусенца. Вот здесь. С этой стороны. Вот так. Пальцами. Вот. С другой стороны. Просто не нажимая. Вот. Переходим более-менее. Вот. На сотом 55. Сперва на сотом. Смотрите, вот стружки металлические блестят. Тоже убираем. Это у кого и нет алмазных брусков, то можно простые каменные бруски. Тоже обязательно надо мыть, убрать металлические эти стружки. Вот я, например, вот все скажут, неправильно начал точить. Вот так я вот делаю. И все скажут, что я неправильно точу. Ну, не все, а некоторые. Вот. Потому что они могут вот так точить. Заточщики вообще вот так точат. Вот так. Это кто как. Я не говорю, что это
правильно вот эта заточка. Просто я так точу. Вот. А если по-другому вот так точить, тоже можно вот так. Всякий вот так, например, точит. Я так точу. Вот. Я не говорю, что вот так это как бы закон так точить. Нет. Каждый хозяин нож точит, как умеет, как ему удобно, как ему кажется. Вот такими движениями тоже точит. Вот. Так, мы закончили этим бруском. Переходим на более мелкие еще. Вот 20 и начнем 5. Так что нет такой заточки ножа именно что вот таким движением. Кто как умеет. Повторяюсь. Я, например, точу так. Мой брат точит так. В конце концов, заточщики, у кого есть такие, они точат так. Прямой. Вот. Кто как умеет. Но в основном ножи у нас русские, так будем говорить, у них с обоих сторон спуск. Ага. И они, когда начинают тащить, у них подвод с этой стороны 1 градусом, и с этой стороны 1 градусом идет. У них получается вот такой. Вот. А у якутских ножей в основном только с одной стороны. Или с этой стороны точим, или с этой стороны только точим. Так. Вот. Это. Переходим на последний брусок. Вот уже все, финишный. Ну, финишные на брусок. Финишные обычно делают тоже на брусок грубую кожу клеит и начинают полировать. Это уже финишное. Некоторые так делают.
после вот этих манипуляций с брусками финишную они делают на коже. Как бы полируют мелким бруском, убираем микроскоп. Я обычно вот когда дохожу до этого, уже вот это написано 0, 1, 0, да? Вот. Я чуть-чуть вот загинаю угол, немного больше делаю. Вот на этом, на финише.